Журналисты телевизионных и печатных средств массовой информации на этот раз встретились не как обычно на очередном торжественном собрании, а на спортивных площадках. Причем без обычных орудий труда – микрофонов, диктофонов и блокнотов. Представители и ветераны СМИ, надев спортивную форму и коньки, приобщились к здоровому образу жизни. Для кого-то это был первый опыт катания на коньках, а некоторые чувствовали себя на льду уверенно. Спортсменки, посещающие секцию «Фигурное катание», провели показательные выступления. Корреспонденты, редакторы, представители пресс-служб – все за активный образ жизни. Ведь будни прессы с утра до позднего вечера наполнены напряженной работой. На занятия спортом не остается времени. Поэтому от предложения посвятить выходной день на спортивные мероприятия никто не отказался. На катке было просто вообще супер. У нас наши корреспонденты, журналисты, операторы, не только, так сказать, мастера диктофона, микрофона, там, видеокамеры, но и прекрасные конькобежцы. Мало кто падал, там некоторые пытались кульбиты изображать, там тулупы, прыжки какие-то. Ну здорово, нет, высота не пугает, сам хочу сейчас залезть, скатиться, там, попрыгать. Ну, потому что день прессы, так сказать, мы празднуем. Как-то должны встречаться, делиться позитивной, положительной, хорошей энергией. Все-таки одно дело делаем. В универсальном зале спорткомплекса «Субидей» прошли веселые старты. 4 команды соревновались на звание самой быстрой, преодолевая препятствия на огромном батуте. Размеры надувного батута внушительны – около 25 метров в длину и свыше 5 метров в высоту. Самое сложное для меня было это спуститься с горки, потому что он прям вообще очень прям страшный. И самое сложное для меня было это. Далее журналистов пригласили на состязание по точности попадания баскетбольного мяча в кольцо и на товарищескую встречу по перетягиванию каната. На сегодня в Туве 33 зарегистрированных СМИ. Традиция проведения массовых спортивных состязаний ко Дню российской печати существует с 2008 года, после ввода в действие спорткомплекса «Субидей». Инициатива была активно поддержана журналистским сообществом республики. Отрадно видеть, что все очень активно реагируют и поддерживают эту инициативу «Быть спортивным и здоровым». День печати – это праздник в первую очередь журналистов и тех людей, которые занимаются изданием. Можно сказать, что интернет сегодня ставит под некое сомнение будущее печатной прессы, но это не так. Все показатели говорят о том, что в России и в Европе печатное издательство, наоборот, активно развивается, вопреки какому-то сложившемуся тренду. И хотя не было громких рекордов, настроение у журналистов было отличное. Все участники соревнований были отмечены и получили призы от Министерства информатизации и связи Республики Тыва. Чинчека Шпукол, Алексей Филиппов, Илья Сапон, телекомпания «Новый век».